Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как на улице Гвардейская женщина попала под колеса «Газели». Она переходила на красный. Водитель трамвая заговорил. И как в центре Казани водитель иномарки на пешеходном переходе сбил девушку. Покажем трагичный финал пожара в заброшенном доме на улице Ленинградская. А также последствия сразу нескольких проездов на красный сигнал светофора. Я не успевал и поэтому решил проехать вперед. Скорость была обычная, 70 это с лишним. Подробный рассказ об этих и других происшествиях прямо сейчас. Сегодня на улице Гвардейская водитель «Газели» сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Правда, как утверждают очевидцы происшествия, шла она на красный свет. После наезда пострадавшая упала на асфальт и не могла подняться. К приезду медиков она находилась без сознания. Айрат Назипов был на месте происшествия. После наезда женщина упала на асфальт и не могла встать. Тревожить ее очевидцы не стали, чтобы не нанести ей еще больших травм. Прибывшие на место медики срочно госпитализировали пострадавшую. Она была без сознания, документов при себе у пешехода не было. И установить ее личность на месте не удалось. Она шла со стороны рынка, там всегда многолюдно и много машин. Водитель «Газели» заметил переходящую дорогу женщину в самый последний момент. Говорит, именно поэтому остановиться и избежать наезда уже не успел. Скорость, уверяет, не превышал, а женщина шла на красный. Эти слова подтверждают и очевидцы. Она переходила на красный. Водитель трамвая заговорил. Он уехал уже, созвонились с ним, регистратор будем изымать, сейчас поеду в это. То есть она отсюда перешла на красный, да? Нет, с той стороны. А, с той стороны. Говорить о степени вины каждого из участников этого происшествия пока рано. Она будет установлена после уточнения всех обстоятельств, просмотра записей видеорегистраторов и других доказательств, а также постановки точного диагноза пострадавшей женщине. Айрат Назипов, Константин Буршуев, «Вызов 112». На улице Карла Маркса водитель «Хёнда» сбил 28-летнюю девушку, которая по предварительным данным переходила дорогу по пешеходному переходу. Светофора здесь нет, и водитель мог не заметить идущего человека. По первоначальным данным, пострадавшая получила травму тазобедренного сустава, ее госпитализировали. 46-летнего жителя Набережных Челнов задержали полицейские по подозрению в убийстве своего 60-летнего соседа. Последний постоянно приносил в свою квартиру вещи из мусорных баков, но соседей фактически филиал свалки у себя за стеной не устраивал. Во-первых, из-за соответствующего запаха и тараканов. Во-вторых, чистоплотностью мужчина не отличался и в общественных местах. Говорят, он справлял нужду прямо на лестничной площадке. Терпение одного из соседей лопнуло, когда он, будучи нетрезвым, встретил пожилого мужчину в подъезде. Вспыхнувший конфликт быстро перерос в рукоприкладство, и он до смерти забил мужчину. Тело погибшего обнаружили в коридоре общежития на следующий день. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 46-летний сосед потерпевшего, который дал признательные показания. Тело обгоревшего мужчины обнаружили огнеборцы после пожара в заброшенном доме на улице Ленинградская. Огонь вспыхнул в здании на первом этаже примерно в 6 часов вечера. Он уничтожил почти всю комнату. Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем. Во время осмотра помещения они обнаружили тело мужчины, предположительно без определенного места жительства. Что стало причиной возгорания, будут выяснять дознаватели. Пенсионерка пострадала в результате пожара, вспыхнувшего на балконе 9-го этажа в одном из домов на улице Декабристов. Сообщение о пожаре поступило около 8 часов вечера. В горящей квартире находилась хозяйка. Женщину при помощи маски вывели из задымленной квартиры и передали медикам. Ее увезли в 7-ю горбольницу, где у нее диагностировали отравление продуктами горения. На данный момент устанавливаются причины пожара. Жителя Москвы задержали казанские полицейские по подозрению в мошенничестве. С заявлением в правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал, что перечислил аванс за мебель продавцу, которого нашел на сайте бесплатных объявлений, но тот перестал выходить на связь. Вскоре он увидел его в наручниках. Как выяснили стражи порядка, казанец далеко не единственный пострадавший от его действий. Юлия Гоголева о схеме обмана. Задержали в Москве, получается? Да. А ранее судимый? Не судим. Приезжать в Казань 28-летний житель Первопрестольной не собирался. Здесь только брал деньги с доверчивых покупателей. Этот визит вынужденный в сопровождении стражей порядка, чтобы ответить за содеянное. Брал у людей предоплаты за товар, и услуга не была оказана.
Схема обмана хоть и стара, но по-прежнему приносит мошенникам немалый доход. Люди очень доверчивы. На этом мужчина и решил заработать. Как установили полицейские, он выкладывал в интернете объявления о продаже мебели, брал с покупателей предоплату в размере 6 тысяч рублей, а после бесследно исчезал вместе с деньгами. А мебель она была? Ну, вообще была, но так получилось, что был же... Короче, я сам заболел короной, плюс пандемия, и когда вот люди новые заказывали, я не смог найти нормальное производство, потому что все закрывалось. Вскрыть аферу казанским полицейским удалось после того, как в отдел полиции Московский обратился мужчина. Он хотел приобрести раскладной стол, перечислил продавцу деньги, однако больше на связь производитель не выходил. Для его задержания оперативники выехали в служебную командировку в Москву. 28-летний подозреваемый свою вину осознал и дал признательные показания. В ходе предварительного расследования следователи и оперуполномоченные установили еще 4 эпизода преступной деятельности задержанного. Как установили оперативники, подозреваемый также успел обмануть жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Перми и Самары. Сумма причиненного им ущерба достигла 34 тысяч рублей. Сейчас мужчина находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Юлия Гоголева, Елена Соляхова. Вызов 112. 5 человек пострадали в крупной аварии на перекрестке улицы Зорги и Даурская. Там столкнулись 2 иномарки Kia и Hyundai. Врачи скорой помощи с места происшествия госпитализировали 4 пострадавших. Один предполагаемый виновник столкновения от госпитализации отказался. Что стало причиной аварии, расскажет Айгуль Бадруддинова. В машине 5 человек сидело. Там среди них есть пострадавшие. Так или иначе пострадали все 5 человек, которые были в салоне Hyundai. За рулем сидел 19-летний водитель, пассажиры и его ровесники. Молодой человек не стал скрывать, в аварии виноват именно он. Проехал на красный свет. Скорость была обычная, по идее, 70 где-то с лишним. Вы на зеленый проехали или на красный? Нет, после зеленого. Мигающий желтый был? Точно не помню, но я виновник. 51-летний водитель Kia на зеленый сигнал светофора поворачивал с улицы Зорге на Даурскую. Ехал на шиномонтаж поменять резину на летнюю. И в центре перекрестка в правый бок внедорожника врезалась легковушка. Ударились об руль? Нет, а головой. Только головой? А 5 пострадавших с вашей машины? 5 это я. Ну там у двоих просто нога немного, скорее всего, ушиб. У одной немного. Рассечение, а у одной голова. Прибывшие на место медики скорой помощи забрали 4 пассажиров Hyundai в больницу. Сам водитель от госпитализации отказался и остался дожидаться на месте автоинспекторов. Айгуль Бадруддинова, Елена Соляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. Водители «Лады Гранта» и БМВ не поделили перекресток на восстание декабристов. Авария произошла накануне в 8 часов вечера. От столкновения отечественную легковушку выбросила на трамвайные пути, а иномарка встала поперек дороги. Как рассказал ее водитель, он ехал на зеленый и был уверен, что может спокойно проехать перекресток, как перед ним внезапно вылетела легковушка. Нафиса Минязова с подробностями. Горе у людей, вы снимать будете. Водитель БМВ едва оправился от потрясения. Все случилось слишком внезапно, рассказывает, ехал по улице Восстания в сторону Горьковского шоссе. На перекрестке с декабристов ему горел зеленый, поэтому он смело продолжил свой путь. И в это мгновение слева появляется «Лада Гранта». Как-то избежать столкновения, говорит, он уже не мог. Когда увидел легковушку, не было ни единого шанса избежать аварии. Ну вот он на красный пролетал, мы в него ехали. Я на это был за рулем. Отрицать свою вину водитель «Лады Гранта» не стал. Объяснил, что просто не рассчитал время, а решил проскочить перекресток на мигающий желтый сигнал. Но светофор уже переключился на красный. И когда проезжал середину перекрестка, в заднюю часть «Лады» врезалась иномарка. Я не успел завершить маневр. Я не успевал и поэтому решил проехать вперед. От удара отечественную легковушку выбросила с проезжей части на трамвайные пути. Иномарка осталась стоять поперек дороги. Ни водители, ни пассажиры столкнувшихся автомобилей не пострадали. А вот в финансовом плане удар, по всей видимости, получит водитель «Лады Гранта». Если скрытые повреждения БМВ значительные, страховых выплат не хватит на восстановление внедорожника, то выплачивать разницу придется самому водителю «Лады». К тому же ему предстоит восстанавливать и свою машину, а также обязательная страховка у него теперь станет дороже. Нафиса Минязова, Елена Соляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.